Здравствуйте, с вами программа «Акцент». Сегодня мы пригласили министра образования и науки Республики Саха-Якутия Владимира Егорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Как проходят в этом году экзамены, какие мероприятия пройдут 1 июня и насколько наши школьники готовы к международным интеллектуальным играм, вы узнаете в этом выпуске. С 28 июня началась сдача экзаменов итоговой аттестации. Расскажите, как вообще идут экзамены? Да, действительно, наступила ответственная пора для наших выпускников и 9 и 11 классов. Да? И сейчас вот буквально на днях 30 числа прошел один из главных экзаменов, это базовая математика ЕГЭ. Ну и, как вы все знаете, у нас были стихийные такие бедствия, можно сказать, да, и были ряд улусов обесточен, и линии связи были, значит, повреждены, да, без которых, вообще говоря, никак ЕГЭ не может пройти. Но, тем не менее, все службы отработали на отлично и обеспечили и электричеством, и связью все пункты проведения экзаменов. И все они работали, и экзамен был успешно проведен. Ну и надеюсь, что и в дальнейшем мы будем так оперативно отрабатывать, поскольку ситуация под контролем межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства Алексея Прокопьевича Дичковского. И есть оперативный штаб. Поэтому все под контролем. Ну и надо сказать, что наши ребята, в принципе, успешно всегда сдают ЕГЭ. В прошлом году у нас было рекордное количество 100-бальников, 49 человек. Так что пожелаем нашим ребятам спокойно показать все свои знания и получить отличные оценки. Вот у нас праздник буквально, 1 июня. Может быть, вы расскажете о том, какие мероприятия будут? Конечно, вообще с наступлением этого сезона мы всегда думаем о том, чтобы наши дети отдыхали, оздоравливались, получали какие-то навыки коммуникации, развивались личностно, да, здоровье, чтобы, значит, у них тоже было хорошим. Да, и поэтому у нас в республике, как и в прошлом году, будет работать 680 лагерей, значит, будет более 60 тысяч детей оздоровлено. Вот. Ну и вот пострадавшие наши дети, да, точнее дети из пострадавших населенных пунктов, будут также, ну, они будут уже под особым вниманием. Да. У нас определен Центр отдыха и оздоровления Сосновый Бор главным оператором по этому направлению, и уже 32 ребенка из Среднеколымского улуса уже прилетели, отдыхают в Сосновом Бору. Ну и на местах, в районах тоже организованы такие вот лагеря отдыха. И надо сказать, тут улусы друг другу помогают. Да? Ребята из, допустим, Среднеколымского улуса также полетели и в Абыйский улус, поэтому у нас здесь такая взаимовыручка. Ну и давайте напоследок пару слов о международных интеллектуальных играх. Они буквально вот через месяц будут в июле, да? Да, и вот 1 июня у нас такое тоже знаковое событие. Мы начинаем отсчет до начала международных интеллектуальных игр. Это событие у нас состоится в рамках мероприятий на главной нашей площади, на площади Ленина. И вот 1 июня будет дан старт вот этому, сказать, отсчету, обратному отсчету до начала игр. Будет 37 дней до начала игр. Они начнутся 8 июля, продлятся до 15 июля. Сейчас у нас подтвердили 27 стран, значит, больше 200 участников из этих стран, да, и также еще более 100 человек из регионов. Ну и, конечно же, наши ребята тоже сейчас проходят отбор, и лучшие будут представлять нашу республику. Скажите, вообще, насколько наши школьники подготовлены к олимпиадам международных игр? Да, это такой интересный вопрос. Значит, наверное, загадывать заранее нельзя, да, но мы надеемся, что наши ребята покажут достойный результат, тем более, что у нас на заключительном этапе в этом году успех. Наш мальчик занял, значит, призовое место на заключительной олимпиаде по математике, да. Вот, поэтому пожелаем успеха нашим ребятам. Скажите, Владимир Анатольевич, вот что входит в программу международных интеллектуальных игр? Ну, международные интеллектуальные игры — это такой большой, крупный такой фестиваль, можно сказать, науки, да. Туда входят и олимпиадные направления. 4 олимпиады состоятся по математике, физике, химии, информатике. И кроме олимпиадного направления будет еще и исследовательское направление.
Значит, ребята будут представлять свои проекты в области научных исследований на конференции International Science Fair, мы ее назвали, да. И также будет происходить выставка научных работ детей, да. Значит, это мы под патронатом Международной организации по поддержке образования и науки среди молодежи МИЛСЭТ будет такая выставка происходить. И также очень интересное мероприятие Международная исследовательская школа под руководством тьюторов из разных стран. Также дети из разных стран будут объединяться в команды и, значит, будут делать такие исследовательские проекты. И надо сказать, что у нас очень интересные тьюторы. Значит, тьютор по робототехнике из Мексики признан человеком года в Мексике. Значит, тьютор у нас еще имеется, значит, Иван Смирнов, лучший учитель этого года. Он также организатор интересных разных экспедиций в разные части света, в том числе недавно он побывал на Северном полюсе. Поэтому вот такие интересные люди будут с нами работать. И напомню, что у нас председатель организационного комитета, почетный председатель, является лауреат Нобелевской премии Жерес Иванович Алферов. Спасибо большое за ответ, Владимир Анатольевич. Это была программа «Акцент». До новых встреч!